Каждую среду в вечернем эфире Рязанского областного радио «Культурная среда». Культурная среда. Мы возрождаем традиции. Добрый вечер. В студии Лариса Лобанова. В эфире программа «Культурная среда». В минувшие выходные Рязань на 2 дня превратилась в центр современной актуальной российской поэзии. На межрегиональный поэтический фестиваль памяти поэта Алексея Колчева съехались более 40 поэтов из разных городов России. Об этом неординарном событии и пойдет речь в нашей программе. Межрегиональный поэтический фестиваль, устроенный в память об Алексее Колчеве, был приурочен ко дню его рождения, 9 августа. Напомню, что Алексей Колчев скончался в мае этого года в возрасте 38 лет после тяжелой болезни. Несмотря на сравнительно короткую литературную жизнь, он сумел приобрести известность в поэтических кругах Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов, где активно развивается современная поэзия. Более 10 лет он печатался в различных литературных журналах, в интернет-изданиях и во всероссийских поэтических антологиях. И только в 2012 и 2013 году у Алексея Колчева вышли 3 поэтических сборника. Название последнего «Лубок к родине» и стало названием фестиваля в память о нем. Сразу следует сказать, что фестиваль не имел никакого отношения ни к каким официальным писательским союзам или литературным объединениям, ни к региональному министерству культуры. Это чисто личная инициатива подруги Алексея Колчева Ольги Самохваловой, организовавшей фестиваль собственными силами. Благодаря ее усилиям в Рязань приехали более 4 десятков поэтов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Чебоксар. Единственное учреждение, оказавшее помощь фестивалю, это областная библиотека имени Горького, любезно предоставившая участникам фестиваля на 2 дня свои конференц-залы и технические возможности. По словам Ольги Самохваловой, сама идея проведения мемориального фестиваля принадлежит петербургскому поэту Дарье Суховей. Буквально на следующий день после похорон Алексея мы гуляли по городу и зашли в кафе. Там Дарья сказала мне, что нужно делать фестиваль. Я очень сильно испугалась, но потом поняла, что с такой поддержкой этот фестиваль действительно можно провести. То есть вот поэты в разных городах откликнулись, оказалось, что очень многие знакомы с творчеством Алексея Колчева, что это имя уже такого российского масштаба. Как это многие знакомы. Он активно ездил по поэтическим фестивалям в Чебоксарах, в Нижнем Новгороде и точнее в Шапашкаре в Нижнем Новгороде и в Самаре были изданы его книги. Но, тем не менее, найдется немало людей, живущих в Рязани, которые пишут сами стихи, которые и не знают Алексея Колчева. Вот я к чему говорю, что вот, в общем, определенный круг поэтов, да, в разных городах хорошо знает его творчество. Пробовали вы обращаться в наше правительство, в Министерство культуры наше местное за какой-то поддержкой? Нет, я полностью решила сделать это с собственным финансированием. Мне немного помогли, но в основном это на мои деньги сделано. То есть я некоторым участникам оплачиваю проезд и принципиально не хотела никуда обращаться. То есть я хотела сделать фестиваль так, как я его сделаю, по крайней мере, в первый раз. Если ко мне возникнет какой-то интерес и к фестивалю, и туртрегеру, да? Да, будет кто-то обращаться, то я не против, но главное, чтобы не мешали. И действительно не мешали. Более того, для местной культурной общественности фестиваль остался незамеченным. То ли потому, что событие было неофициальным, то ли жара и лето оказались сильнее фестиваля, то ли просто из-за лени и нелюбопытства. Программа фестиваля включала в себя поэтические чтения и круглые столы по актуальным вопросам современной поэзии, о которых отдельно скажу чуть ниже. В общей сложности читки длились почти 10 часов, и, конечно, в ограниченном формате этой передачи невозможно представить всех участников чтений. Поэтому поэты, которые прозвучат здесь, отобраны отчасти по моему произвольному выбору, отчасти по техническим характеристикам звука. Чебоксары представлял поэт Дмитрий Воробьев, стихотворение «Пыль». Молчать. Вот что ты должен делать. В доме чужом смотреть, не мигая на книги чужие, руки на зелень оконную за. Что впереди еще, что? Несколько книг,
нерожденных детей хоровод, бесконечная пыль, болтовня. Поэт-эссеист, доктор философских наук, преподаватель Самарского университета, соредактор электронного вестника и поэтической серии «Цирк Олимп плюс ТВ» Виталий Лехциир. Паша Лютикова и Диме Смолину, это одноклассники. Рекомендации, рамки на выставке, вот и увиделись, 26 лет. Кофе, блины, разговоры без выпивки. Все на повышенных, весело, дружески. Вот родовое предание мое. Ссылки, расстрелы, молчание, ужасы. Ты нападающий был, я пасующий. Лазерный луч, волейбол, военврач, предки священники, замысел будущий. И онкология, и воспитание. Как мне воспитывать, что говорить? Все же получше среда обитания. Геронтология мне не понравилась. Вместо покоя химический бред. Позже другая возможность представилась. Физика, лирика, повесть не близкая, лучше Кореи, чем наши козлы. Дальневосточная, новосибирская, не без политики, нытики, скептики, казус новейший, народец не тот, кашель грудной, не дошли до эстетики, йогой тебе заниматься полезно бы, место хорошее, Наполеон, критика церкви, оценки нелестные, все как и раньше, как на фотографии, вместе за партой, рука на руке, хрупкая, прыткая нить биографии. Кстати, именно в самарской поэтической серии «Цирк Олимп плюс ТВ» была выпущена последняя книга Алексея Колчева «Лубок к родине». Как я уже сказала, на фестивале проходили круглые столы, на которых обсуждались как узкоспециальные вопросы современной поэтики, так и общекультурные. В качестве модератора обсуждений выступал известный московский поэт, критик и культуртрегер Дмитрий Кузьмин. Один из круглых столов был посвящен проблеме развития актуальной современной поэзии в регионах, где в силу различных причин зачастую сильны консервативные застойные процессы. Но еще одной существенной причиной, по которой актуальная поэзия не получает развития в регионах, является отсутствие читательской среды даже в узком кругу продвинутых книгачеев. Почему так происходит? Этот вопрос я задавала разным участникам фестиваля. Так, по мнению Виталия Лехциира, поэзия всегда адресована интеллектуальному меньшинству, поскольку поэты, ведя поиски нового собственного художественного языка, работают на опережение читательских установок. В 90-е годы в России, когда стало доступно, во-первых, литература Серебряного века, которая была весь советский период фактически, особенно мигрантская ее часть, недоступна, да, то есть она не читалась. Во-вторых, вышла из-под спуда литература так называемая андеграундная, неофициальная или другая поэзия, например, да, которая существовала в самоиздатских журналах, например, литература поэтов круга лианозовцев, а тут еще и новое поколение, которое вошло в литературу в 90-х годах. И вот в это время стало понятно, что вот в русской культуре, поэтической, в русской поэзии просто возникла какая-то очень сложная ситуация. То есть фактически вот в этом актуальном поле поэтическом оказались тексты Серебряного века, ранее не прочитанные, ну, например, Мандельштам, там, да, целый ряд других, там, Ходосевич, Иванов и так далее. Оказалась вот эта русская неофициальная литература Всеволод Некрасов, там, Айгиев, Сапкир, Холин, Сатуновский и так далее. И молодые поэты. Вот сложная ситуация. А в 90-е годы это было время переваривания вот этой новой информации, то есть этих авторов, их разных художественных языков и так далее. А сейчас, мне кажется, что поэтическая культура уже переварила вот это наследие, она уже идет дальше. И поэты, которые в нулевые и уже вот дальше пишут стихи и приходят в литературу, стоят перед задачей довольно сложной. Задачей это выработки собственного художественного языка, потому что, вообще говоря, это и есть задача поэзии. Ну, когда-то еще Бартынский писал, да, лица не общим выражением, потому что если ты не вырабатываешь собственный поэтический язык, если ты не становишься узнаваемым, если ты что-то новое привнес в литературу, в поэзию, то, собственно говоря, чем ты будешь интересен? Ты будешь просто вторичен, третичен, пятеричен и так далее. Всегда есть более лучшие образцы. Это непростая задача, это очень сложная задача, потому что как раз вот великие предшественники, да, слишком великих, очень много. Русская поэзия, на самом деле, очень богата на высокие
высокие достижения, большие достижения. Современным поэтам очень сложно. Но маленькими шажками, в общем-то, они движутся в этом направлении. Вот это как раз характеризует вот эту неформальную, неофициальную поэтическую среду, на которой мы присутствуем здесь, и это характеризовало Колчева, человека, во-первых, с богатой филологической культурой, он прекрасно знал русскую поэзию, зарубежную, это видно по его стихам, там постоянно звучат отсылки к русской поэтической традиции. И в то же время он все-таки каким-то чудом вот за недолгую жизнь прорвался вот к собственному поэтическому языку. Не случайно вот на фестивале его мы находимся, на фестивале его имени, и сюда приехала такая серьезная команда прекрасных авторов. Ну вот самое банальное возражение, которое может прозвучать на то, что вы сказали, а народу непонятно. А народу непонятно, народ этого не любит и читать не будет. И не надо. Ну, народ – понятие мифологическое. Поэзия всегда, в общем-то, всегда была адресована интеллектуальному меньшинству. В стране Пушкина читали там, 2-3% какого-то населения, он потом стал классиком. Там, но при жизни его читало ограниченное количество аристократии и так далее. То же самое можем сказать и про Серебряный век. Современная поэзия – это такое очень интеллектуальное дело, потому что, вот я уже сказал, да, что она погружена в культуру. То есть нужно, чтобы ее воспринимать, нужно, во-первых, знать, хорошо знать и поэтическую традицию собственную, да и зарубежную тоже, потому что мы живем в мире, в общем-то, открытым, пока еще, к счастью, да, и открыты всем ветрам, и она существует в диалоге с зарубежной поэзией и так далее. Поэтому народу вообще, я думаю, что ничего не может быть понятно, как коллективному субъекту. Понятно может быть отдельному человеку, а не народ. Что такое народ? Это фикция. Вот отдельному человеку может быть понятно, если он этого захочет. Если он не хочет, если, знаете, как Заболоцкий писал, душа обязана трудиться, если он не хочет трудиться душой, умом, тогда она ему не будет понятна. Но в принципе я не вижу в современной поэзии ничего такого, чтобы не было понятно, если бы человек захотел ее понять. Еще один московский участник фестиваля – литературный критик, поэт, журналист Евгений Вижлян. Я живу у себя в айпаде, а еще в кулаке у меня конфета. Жили, а после раз и не глядя махнулись всем, что есть. И теперь у меня в кулаке вот это. Леденец, липкий такой, горячий, сладкий на вкус. Мне его подарили, когда во дворе человек вопросом меня озадачил. «Хочешь конфету?» – спросил. «Пойдешь со мной?» И я отвечала «да», отвечала «нет» и не пошла никуда, отвечала «да» и пошла со двора. Там ничего не меняется, тот же двор, та же пятиэтажка, и мне пора домой. Бабушка до сих пор ждет меня там и глядит в окно, а я то ли исчезла, то ли пришла давно и живу. Отвечая на мой вопрос, Евгения Вижлян отметила, что даже если актуальная поэзия становится модной, как это было в свое время с символистами и футуристами, то это вовсе не означает, что ее понимает большинство читающих. То, что читатель современный в большинстве своем отстает и иногда очень безнадежно от современной актуальной поэзии, видите ли вы в этом проблему, беду, катастрофу, или это, в общем, нормально? Ну, мне кажется, катастрофы в этом нет. Потому что такого рода отставание, да, оно, в общем, дело в исторической перспективе достаточно обычное. В какой-то момент какие-то актуальные поэтические практики становятся модными, и тогда вроде как широкая общественность начинает там, ну, например, там, читать, если там брать 10-е годы, футуристов, да, и все знают, кто такие футуристы, это модно. Да, там что-то цитировать там на какой-то вечеринке, да, что написал там, я не знаю, Маяковский. Но это же было синхронно, символисты были модными, и они были молодыми, да, и были модными. Но это бывает не всегда. И кроме того, вот этот вот интерес, он пришел и ушел. Собственно, то главное, что делали там, ну, условно, символисты, то главное, что делали футуристы, на самом деле, ну, оно не было, как мне кажется, доступно их широкому читателю, да, вот их поклонникам. То есть там в блоке видели, ну, не знаю, там прежде всего такого романтического героя. У него была масса поклонниц, он был действительно, ну, такой вот
как бы мы сейчас сказали, звездной фигурой, да, но гораздо большей степени звездной фигурой, в общем, был, можно сказать, даже не Блок, например, да, а Надсон там какой-нибудь, да, ну почему какой-нибудь, он был хороший поэт, да, или, допустим, там в какой-то момент считали, что поэт Бенедиктов, он гораздо круче Пушкина. То есть это были такие специальные популярные фигуры, да? Они писали тексты простые, доступные, но в то же время достаточно такие вот соотносящиеся с актуальной поэзией. И такие, собственно говоря, люди, они на самом деле и подогревают интерес к поэзии. И мне кажется, что сейчас такие фигуры тоже есть. Назовите. Ну, я не знаю, та же Вера Полоскова, да, или там, ну, я не знаю, еще какой-то ряд есть авторов, я знаю, есть масса форумов в том же ВКонтакте, просто каких-то интернет-форумов, где собираются любители поэзии, и надо сказать, что вот если какой-то человек начинает дальше интересоваться, да, идет дальше, он достаточно быстро доходит до того, что представляет собой актуальная поэзия. То есть тут просто есть какие-то точки входа. Не всякому это нужно, да, но если человеку это нужно, он обязательно туда придет, и он обязательно будет там, и обязательно найдет поэтические книги, будет знать, где их искать, обязательно найдет нужные сайты, и они у него откроются на нужных страницах. Из рязанских поэтов в фестивале принимали участие авторы, примыкающие к проекту «Живое». Это Кристина Озарскова, Игорь Ветренко, Юлия Грекова, Ольга Мельник, Сергей Свиридов. У микрофона Ольга Мельник. Нынче никому не скучно, нынче радуются все. По селу везут Марфушку на мордатом поросе. Ишь ты какая наглая морда свиная, голова-то у ней дурная, коса у ней накладная. Ничего не дали, видали таких тупых, зубами щелкает, бледная, как упырь. Вьется дорожка, вьется пороша. Да? Ешь вашу плешь, дорогие мои хорошие, подавай вам такую юмнестику, чтоб сюсюля ля-ля по 3 грамма. А во мне 70 килограммов меня любят папа и мама. Неврастения и социофобия, плечевая травма. А я ведь тоже книжки читаю. И когда ничего не прошу, а фигля спрашивается. Я хочу жениха и шубу. Да, я тоже хочу жениха и шубу, чего уставились на поросе, еду крещу вас 2 перстами. На поросе пороша, другие леса, поля. Потому что холодно, дедушка, холодно, да. По завершении фестиваля свой вопрос о читателях я задала поэту, литературоведу, издателю, переводчику Дмитрию Кузьмину. Напомню, что именно он направлял ход всех фестивальных дискуссий. Благодаря круглым столам Рязанская встреча поэтов стала еще и площадкой для интересных и важных интеллектуальных диалогов. Кстати, на фестивале Дмитрий Кузьмин читал не свои стихи, а переводы украинских поэтов, которыми он занимается уже много лет. Вы сейчас сказали, что то, что происходит в Рязани, то есть те поэты немногочисленные, которые хотят как-то о себе заявить, что они не безразличны, в общем, остальному миру, остальной России, скажем, литературной. Но вот самим-то рязанцам получается безразлично, поскольку кроме этих поэтов и небольшого количества людей, которые всегда приходят на их мероприятия, это вот 10 человек примерно, да, вот никого на этом фестивале и не было. Не возникает ли ощущение, что этот процесс, это какой-то параллельный процесс, который развивается где-то внутри себя, но не затрагивает все-таки большую жизнь? Да, давайте я вам скажу так. Этот процесс можно было бы называть параллельным, если бы он был параллелен чему-то. Да? Что вот есть какой-то, так сказать, основной процесс, а этот процесс ему параллелен. Но дело в том, что этого основного процесса его нет. Вот это, то, что здесь происходит, это и есть основной процесс. Да? Он подспудный, подводный, да? Да, но он не параллельный, он единственный и главный. Вы знаете, есть как бы известная байка про то, что молодой поэт пришел к Мандельштаму и стал жаловаться, что вот меня не печатают. И Мандельштам спустил его с лестницы с воплями: «А Христа печатали?» То есть это, конечно, так сказать, некоторое такое художественное привлечение, но речь идет о том, что люди, которые занимаются важным делом, не должны ожидать, что сейчас прибежит, так сказать, толпа народу, и все скажут: «Ах, какие вы молодцы!» С какой стати? Для того, чтобы получить вот этот эффект, так сказать, как бы аплодирующей толпы, надо играть на понижение. Это всегда, везде, в истории человечества было так и только так. Были определенные, так сказать, там, удивительные совпадения, да, когда
вдруг появлялись особые исторические условия и возникали тексты и какие-то художественные явления двойной, так сказать, игры, да? То есть они были художественно состоятельны по одним причинам и резонировали с общественными ожиданиями массовыми по другим причинам. Так иногда, очень редко случается. Да, ну там, не знаю, в случае Маяковского, условно говоря, да, когда с одной стороны там есть некоторая очень сложная языковая работа, а с другой стороны, так сказать, есть некоторые простые механизмы, да, значит, некоторый там выкрик, некоторый социальный жест. В виде исключения и так бывает. Но это не правило, да, значит, исключение из правила. Поэтому все идет своим чередом. И на самом деле нас же не удивит, понимаете, что вот как бы сидят люди, занимаются какой-нибудь там квантовой физикой, что, так сказать, что 10 человек, коллег, понимают, чем они занимаются, а остальные как бы так несколько в недоумении, но верят, что это чем-нибудь нужно. Но это потом проявится. Правильно, это потом проявится. Причем, понимаете, что важно? Что понятия не имеем, чем это проявится, да? То есть, понимаете, вот сидит какой-нибудь Беккерель там 100 лет назад, чуть больше, да, исследует свойства радия, без малейшего представления, что с этим радием делать, да? И вообще, где его брать, этот радий, да, значит, как он может быть употреблен? Просто потому что, надо понять, что это такое перед нами. А уж потом возникает, так сказать, и атомная электростанция, и, значит, атомная бомба, увы и ах, спустя полвека. Но ведь дело в том, что и искусство устроено так же. Опять-таки есть моя любимая байка про Пикассо. Как к нему в период кубизма пришел какой-то, значит, корреспондент и говорит, что это вы такое, значит, как бы, господин Пикассо, рисуете? Ни с чем не сообразное. Вместо того, чтобы, как положено, изобразить нам, так сказать, пейзаж, ну, и так далее. А Пикассо ему говорит, что вы погодите, и приходите через полвека, и вы увидите, что у любой домохозяйки кухня будет оформлена таким образом. И зайдите сегодня на кухню к любой домохозяйке. Конечно, там может висеть, так сказать, эстамп Шишкина. Но в целом дизайн этого помещения, независимо от того, это ее желаний, она может никогда не слышать про этого Пикассо, но в целом бытовой дизайн сегодняшний порожден кубизмом. Может быть, так сказать, даже и сами дизайнеры сегодняшние не очень про это думают, но это факт. То же самое с языком, с которым работает литература и поэзия в особенности, да? То же самое с нашим ощущением слова и звука и фразы. То же самое с ситуацией, когда сегодня поэт работает на некотором, так сказать, острие художественного поиска. Спустя в хорошо развивающейся стране 20 лет, в плохо развивающейся стране спустя 70 лет, да, он попадает в университетскую программу. Значит, дальше спустя еще там 30, 50, 70 лет он попадает в школьную программу. Вот, и мы уже считаем, что это само собой разумеется. И что Пушкин наше все. А берем русскую печатную прессу, значит, там, 1825 года и удивляемся, что пишут, в каких выражениях там нашего Александра Сергеевича подчуют. Это все не просто так делается. Другое дело, что при этом, конечно, происходит девальвация. Потому что когда оно опускается в массовое потребление, от него остается, значит, только контур. И начинается, значит, как бы Есенин, как певец деревни, значит, своей березкой. Есенин очень большой поэт, но совсем не потому. Да, и даже когда он пишет про деревню, он не потому, а потому что он смотрит на нее невероятным совершенно взглядом, до него никто не смотрел. Но это взгляд высококвалифицированного художника-модерниста, довольно радикального, да, кляненочек ласковый, ну, знаете, зеленое вымя сосет. Это же поразительные стихи. Конечно, сегодня, когда Есенину ставят памятник, значит, никто не сильно вдумывается, в чем его невероятный художественный прорыв. Но это плата за, так сказать, как бы то, что это проникает в широкую среду и оказывается повседневной реальностью каждого человека. Мы работаем сегодня, мы не должны сегодня ждать, что, так сказать, что и нас тоже, да, поднимут на знамя. Мы должны работать для того, чтобы не иссяк источник, чтобы не заросла тропа. И спустя, значит, полвека, спустя 70 лет, спустя 100 лет, ну, мы посмотрим, выступает 50 человек поэтов. Не может быть, чтобы все из них попали в вечность, да? Так не бывает. Но мы не можем, во-первых, сегодня, значит, как бы расставить все ставки.
неизвестно заранее многое. А главное, что это не значит, что остальные работают напрасно. Потому что это диалог. Не бывает